Селям алейкум. Меня зовут Ленора Дюльбер, и это проект «Миркес». Сегодня мы обсуждаем новую тему крымско-татарских культурных кодов. Разговор на такого рода темы обычно начинают с истоков, с ретроспективы. Я бы хотела сделать все наоборот. Я бы хотела начать с того, что важно для крымских татар сейчас. В рамках нашего проекта мы уже не раз упоминали об исследовании о ценностях и представлениях крымских татар. И из него следует, что практически все характеристики респондентов о себе сводятся к одному большому глобальному понятию «крымско-татарскость». Таким емким понятием наши респонденты обозначили целый пласт ценностных ориентаций, где важным компонентом остается язык, территория, история, свобода, гордость, социальное признание. Именно о таком базовом наборе смыслов сегодня мы будем говорить с нашими прекрасными гостями. Что ж, начать разговор я хочу с такого интересного вопроса, который я адресую, конечно же, к Диляре Ханум. Вы у нас, что называется, на передовой смыслов, да? Как вам откликаются вот такие эмпирические данные, которые мы получили в ходе исследования? И если бы мы сейчас спрашивали о крымских татар, что для них Крым, в какие тона были бы окрашены вот реакции и характеристики? Ну, вот все, что вы выше перечислены, это имеет место быть, и это самое важное. И ваши исследования показали абсолютную такую тезисность того, о чем мы можно говорить и сегодня. А говоря о том, в каких цветах, есть разные исторические периоды, когда цвет может быть ярче, более приглушенный. Я думаю, что все-таки в сегодняшней жизни нашей присутствует большей частью полутона. Что влияет на то, что они не очень яркие, почему они полутона, я не могу сказать. Наверное, у каждого есть свой ответ на этот вопрос, но все же это полутона. Мы живем в полжизни? Мы не живем в полужизни, но мы живем, сохраняя какие-то отдельные цвета и иной раз приглушая эти цвета. Может быть, я очень субъективна. Может быть, кто-то другой подумает иначе, что это такой вот исторический период, где все там, смотря какой исторический период захватывать. Если захватывать с момента возвращения в Крым, то это, наверное, очень яркие цвета. Это подъем эмоциональный, это подъем, это подъем, это надежда, это проникновение к корням своим, это возможность эти корни заложить и расцвести, да? Но мы же прекрасно понимаем, что периоды бывают разные, и они влияют как на человека, так и на целый народ. И дерево в разный период по-разному цветет. Совершенно верно. Да. Зубирбей, прежде чем вот начинать разговор о культурных кодах, вы больше всех нас погружены вот в систему символов, в систему знаков. У меня к вам такой вопрос. Культурные коды – это прежде всего формулы, которые наделяют наши символы определенным смыслом. Как вы понимаете значение кодов и какие смыслы циркулируют сегодня вот в крымско-татарской среде? Мне вот с позиции художника я смотрю это так, что художник всегда ищет какие-то образы, например, ставит какие-то задачи. Вот что он, например, хочет передать в своей работе, да, там, какую он видит историю. И опять же, что он переживает, он и передает. В целом наш народ пережил много разных катаклизмов в своей истории. И я сам смотрю, что эти катаклизмы, естественным образом происходили, были определенные ситуации. И теперь времена сейчас меняются, и мы иногда копируем те прототипы в своих в песнях, там, в искусстве, вообще в позиции в жизни. Мы иногда начинаем... в целом, мое ощущение, что мы в роли жертвы. Понятно, что жизнь хорошо нас потрясла,
но постоянно быть в роли жертвы, я уже как художник. Художник может что-то например, да, что-то хочет другое. Но если смотреть на наши коды, они очень трагичны. Они как бы клонят к тому, что мы должны постоянно быть в защите, в обороне. То есть нам нужно постоянно сопротивляться, нам нужно что-то говорить там против. Или там постоянно быть в таком вот, ну, в угнетенном состоянии, в напряжении, да. Например, вот орнаменты мы начали изучать, наши традиционные. Вот это единственный, наверное, изобразительный код, который не зависит от каких-то... Да, там есть какие-то, например, ценности, да, например, насколько заложены. орнаментальный код встроен в нашу вот обыденную жизнь? Насколько мы себя вот видим или читаем их? Вот, например, семья. У нас у всех ценность семьи. Вот орнамент — это прямой показатель семейных ценностей. Там вот как раз показан дом, то есть защита. Там у нас много элементов колючки, там, ну, такие вот символы, где показывают, что это защита. Ну, это можно отдельно рассказывать. Просто сам факт, что защита, семья, берекет. Вот в орнаментах у нас... И это хорошая вообще, это вообще вечная тема, позитивная тема. Есть историческое прошлое, которое нужно изучать и делать выводы. И у нас есть инструменты, коды. То есть я как художник вижу как инструмент. Изобразительный — это инструмент. Также и песни могут быть тоже как инструмент. И мы можем формировать новые коды. Вот это нас как бы может быть на какой-то уровень другой. Ну, как бы приближать нас на другой уровень. Я вот это так менять вижу. эмоции. Да, то есть все-таки мы же люди, у нас есть преимущество, мы люди, мы хотим, будем жертвами, хотим, какую все-таки мы выберем роль? Нам устраивает ли нам роль жертвы, или мы хотим все-таки быть в роли созидателей, да, там, творцов, там что-то делать. Здесь же нужно перебороть тот или перемолоть тот опыт, который у нас есть. Да, тут просто не идут же эти два понятия как параллели. Они же пересекаются. Они, пересекаясь, накладывают. Вот Зубир говорит, что не надо быть в роли жертвы, и в то же время говорит, что в нашей символике такая защита присутствует. Она же не просто так присутствует, эта защита. Этот символ же каким-то образом от пересечения вот этих двух понятий рождается нечто третье. И важно просто заглянуть, почему в нас это. Да, совершенно важно пытаться с позитивом смотреть на жизнь, но у каждого человека, как у каждого народа, есть своя судьба, и она делает нас сознательно другими. Ну, условно, как говорили, что каждая счастливая семья счастлива одинаково, да, а несчастная несчастна по-своему. То есть вот эти какие-то моменты в жизни, которые привели в нашу символику защиту, которые привели определенным образом, может быть, иногда роль жертвы, с чем я совершенно согласна, что не надо эту роль примерять на себя, но они отобразились в нашей символике, они присутствуют, да. Раз уж мы заговорили о современности или начали разговор о современности, Майя Ханум, у меня к вам такой вопрос. Крымско-татарская литература, или давайте возьмем шире, текстовый дискурс крымско-татарский, это сублимация эмоций, или же мы на этапе, когда вот все, что мы пережили, мы генерируем в какие-то новые вот мыслеформы? Опыт новых мыслеформ, я думаю, только мы начинаем. Вот. А скорее всего, это все-таки сублимация. Пока что пережитый опыт, негативный, позитивный, он находит отражение вот в тексте. Будь это прозаический текст, будь это поэтический текст, стихотворный. И, в принципе, вся история литературы от... Не берем, если, допустим, мы ханский период, да, потому что ханский период, он как-то был... Обособленный. Да, он обособленный, он еще относится к такой стабильной литературе, в которой она просто была литература искусства ради искусства, скажем так, да. Вот. И да, это были размышления, это была философия, это была любовная лирика и так далее, или где-то там пересечение, то дальше идет история уже негативных опытов, негативных и позитивных, когда, допустим, если мы говорим о
годах возвращения крымских татар на родину, они пишут, то есть все, что копилось за годы такого безвременья от 50-х до возможности издаваться, то есть это все, что вот копилось, оно все вылилось в такие очень подающие надежды, и одновременно опыт депортации, о котором стало можно говорить, он вылился в литературные произведения. Вот все, что вот эта вся буря, которая там набиралась, она вся вылилась в произведения, посвященные именно теме депортации. И до сих пор это является, наверное, таким вот источником для написания. Я не скажу, что для вдохновения, но все-таки это такой вот стимул, толчок для написания. Мы еще не до конца выговорили. Мы должны выговориться, выплакаться, и это еще не закончено. Поэтому, как бы, созидая новые опыты, вот, как бы, когда мы становимся созерцателями и созидателями, могу сказать о себе или, допустим, вот о нашей команде, которая, когда мы пишем, я назвала это ментальным моделированием, когда я просто пишу такую мантру. Если я задам вопрос по поводу современных, ну, условно говоря, молодых писателей, поэтов, какой образ они создают крымско-татарские? Ну, они тоже, в общем-то, держатся традиции, насколько я понимаю, допустим, и изучают, да, вот то, что я видела из молодых, это 30 минус, да, туда, 20 плюс, скажем, возраст. Я молодыми таких, наверное, буду считать, 20-30 лет. Они ближе, они все-таки внутри традиции, вот, они пишут на те же, в принципе, темы, и они говорят о тех же моральных идеалах таких, то есть мать, семья. И я еще одного вот только поэта встретила, который... Мы говорим о крымско-татарских, допустим, писателях, поэтах, мы говорим и о пишущих на русском языке, и о пишущих на крымско-татарском языке. То есть часто это просто срез сегодняшнего дня. Реакция на ситуацию. Да, реакция просто на современность. Угу. Рустамбей, а можно ли выстраивать такие смысловые мостики между крымско-татарскими нарративами 20 века и настоящим? И насколько мы понятны окружающим? Ну, естественно, можно. Дело в том, что вот здесь прозвучала мысль такая про роль жертвы, да? Но я с этим не соглашусь и скажу почему. Будете нести ответ. Нет, дело в том, что, понимаете, Зубербей руководствуется лучшими намерениями. Я его понимаю, но, наверное, согласитесь со мной, что роль жертвы исключает надежду. Да, в этом есть. Да. А то, что сопутствует нашему народу, это надежда, умут и сабр, терпение. Но терпение не в смысле, как часто искажают, это безвольно сносить все, что тебя постигает, а это усердствование, терпеливое усердствование. То есть эти два понятия, умут весабр, они сопутствуют нашему народу в течение всего исторического пути его. И более того, я вам так скажу, мы уникальный народ. Вот, чтобы немножко улетучить вот этот пессимизм, который сейчас есть. Внесем нотку позитива. Да, внесем. Дело в том, что мы уникальный народ. Я вам скажу так. Есть такие даты трагические, ключевые. Я бы не говорю о депортации, о геноцидах и прочем. Я говорю вот привозим причем они такие созвучные. 1833 год и 1944 год. Делайте мостик. Да, дело в том, что в 1833 году была изъята вся литература, имеющаяся в частных библиотеках, вообще везде, все, что касалось истории, культуры, литературы нашего народа. И ее постигла печальная участь. Она была вся уничтожена, сожжена. Точно так, предана огню. И как в 1944-м, то есть наш народ был выслан, преступно совершенно очевидно. И все, что он оставил, культурно наработанный опыт, литература, оно тоже было сожжено. Я вот, когда исследовал литературу, о чем мы сейчас говорим, литературу, прозу, написанную нашими писателями, это конец 80-х годов, 90-е годы. Те люди, которые... Я именно на этом акцентирую внимание. Это те люди, которые пережили детьми... Носители этой памяти. Да, они носители, они страшную трагедию пережили. Это касается и Рустема Али, нашего писателя Рамит Олсенджана. Их нету сейчас рядом с нами. Алан Рахметли Олсенджан. Это и касается Айдера Османа. И когда я исследую их прозу, я натолкнулся на такую удивительную вещь.
вот они через нарративы образно доносят то, что сокрыто в религиозном сознании. Удивительно. Как через века оно реализуется. Ну, например, образ фараона. Так. Фараон в нашем народе, кстати, и часто употребляется. И в прозе можно наткнуться на... Кто такой фараон? Ну, деспот, тиран. А кто он еще? Он осуществлял геноцид народа пророка Мусы, пейгамбера. Нарратив современный. Взять биографическую повесть Шамиля Аль-Адина. Кстати, написано на русском языке. «Я ваш царь и бог». Угу. Там тоже нарратив. Вот этот комендант, когда человек с фронта спасает от голода свою жену, свою семью, своих детей, и является в комендатуру, он, естественно, его в этой ситуации возмущает, а его ставят на место. Его унижают. Ты ничтожество. То есть, кто ты такой? «Я ваш царь и бог», утверждает комендант. Вот мы вернулись к нарративам. Один. На каких нарративах строилась та система, которая угнетала наш народ? Это ж, она что же... Она была фундаментально построена на эрзац религии. Она исключала религию, да, как таковую, но она была вынуждена выстроить эрзац религию, в центре которой был вождь, как бы вот носитель истины. Противопоставить тезису антитезис, да? Да, они были вынуждены на это пойти. Но с этим нарративом сколько продержалась эта система? Она продержалась 70 лет, по-моему, да? Не более того. Я должна сказать, что есть какие-то, если коснуться истории, художества и символов как таковых, есть какие-то моменты, которые важны вот, в психологии. Пока человек, который подвергся какому-то насилию, не проговорит это, пока эту травму он не выплачет, она у него не уйдет. Она у него превратится в боль, сложится и превратится в болезнь. И поэтому, когда в нашей литературе присутствуют моменты, которые нас возвращают к нашим болевым точкам, это важно. Это момент излечения на самом деле. Да. Или когда мы говорим о художестве, мы же не берем только красные, оранжевые, желтые, великолепные цвета жизнеутверждающих. Картина не может быть красивой, если в ней не присутствует черный цвет, как может быть тень какая-то. То есть на самом деле, мне так кажется, я точно не творческий человек и не художник, вобрав в себя всю нашу историю, как наше художественное такое направление, как наши песни, из которых не вынуть песен Урал-Дага, например, о которых мы говорим, как наша художественная литература, как история, историки, которые изучают и раскладывают нам нашу историю и рассказывают. Без вот этих моментов мы не мы. То есть мы такими являемся особенными для самих себя, потому что мы прошли эти этапы. И одно еще из важных факторов может быть с большим жизнеутверждением доносить нашу историю нашим детям, выбирая из этого лучшее, направляя их на определенный позитив, тем не менее рассказывать об этом. Личность формирует семья. Семья, если каждый ребенок не ушел абсолютно в виртуальную реальность. Если он в семье, его формирует семья. Ибо есть такое общеизвестное выражение: бесполезно воспитывать детей. Воспитывайте себя, они все равно будут похожи на вас. Да. Поэтому, в общем, в целом, для наших уж и вас не Да. Да, семья, мне кажется, как раз вот это... Хоть и будет достаточно штампованно звучать, но та ячейка общества, которая... Как раз-таки, наверное, и, по-моему, ваше исследование, да, мы об этом же и сказали, что семья является ключевым. Да, в принципе, нет другого института, в принципе, кроме семьи. Я бы так не сказала. Я бы сказала, что он самый постоянный. У нас менялись разные институции, у нас менялись системы, но он самый устойчивый и самый стабильный институт. Понимаете, у нас выбора другого нет. Посмотрите, нас очень немного. И если бы семья не являлась вот той ячейкой общества, как говорили в советский период, да, если бы ценности семейные не культивировались, история может нас просто растереть, и нас может не остаться. Ведь, если говорить о численности, ведь, наверное, у малых народов, вообще вне зависимости, крымский татар, любой малый народ, это, собственно, способ самовыживания, когда все базируется в семье, все упирается о семью, и ценности формируются семьей.
Совершенно точно. И зона безопасности и комфорта она становится, да, это семья. Так получается, что если вы исследуете литературу, то в основном главная ценность — мать, семья, и литературные произведения, в общем-то, они вращаются вот к этой идее и приходят к святости матери. Ну, то есть я, например, вот как-то к этому пришла. В основном все произведения каким-либо вот красной нитью оно все-таки пройдет. Образ матери. Образ матери, он Причем пройдет, такой глобальный. да, как глобальный такой вот большой цельный образ именно матери. То есть, ну, у нас еще вот такая завязка довольно серьезная. Диляра Ханым, когда наши символы, смыслы, коды, как угодно можно называть, крымско-татарские, выходят исключительно из нашего вот такого национального крымско-татарского оборота, как они воспринимаются другими? Что заинтересовывает? Что вот больше цепляет, я бы так сказала? Они заинтересовывают, и это цепляет. Вот. Мир с появлением авиасообщения, с возможностью путешествовать, формируется в какую-то такую маленькую планету, где ты очень быстро можешь куда-то попасть. Интернет и знание языков делает нас усредненными. И есть два противоречия, и в этом есть какое-то противоречие. С одной стороны, быть похожими на весь мир, а с другой стороны, сохранить свое собственное. Да? То есть это некая мозаика. Мы, как народ, это некий цвет в этой мозаике. А мир красив, когда в нем есть эта мозаика, когда есть разные цвета. Да? И мне кажется, когда мы едем куда-то путешествовать, а сейчас есть такая у многих возможность, да, то мы понимаем, насколько мир разнообразен, и нам интересно увидеть то, чего мы не видели. Здесь у себя, те растения, которые мы не видели, тех людей, которые поют песни, мало нам знакомы, те какие-то традиции, которые для нас кажутся удивительными. Исходя из этого, все, кто приезжают в Крым, они приезжают с такими же чаяниями. Вольно или невольно, если убрать все остальное из контекста, там, политику, социальную жизнь, люди приезжают чему-то удивиться и что-то увидеть новое. И в этом плане мы, я думаю, что совершенно имеем все шансы вот эту свою уникальность показывать. А для того, чтобы ее показывать, нам самим всем надо максимально черпать у таких людей, которые, как Зубир, рисуют совершенно яркие картины. И украшать этими картинами свои заведения, потому что это не штамповка. Это человек трансформировал через себя мир и вылил его в картине. Опустил. Да, и это совершенно другая энергия, когда на стене висит картина, или висит эстамп, или висит там еще что-то. Да, это совершенно... Это вот, вы знаете, вот мы создали новое пространство у себя. И там картины Ленура Велиляева мы применили в интерьере. Да, это такое ощущение, как будто кто-то схватил вот этот пучок энергии, бросил в тебя. И ты сидишь и задыхаешься от вот этих цветов всех. Кто-то это осознанно понимает, что энергия, а кому-то просто комфортно, а кто-то разглядывает. И, понимаете, понимание того, что мы должны использовать настоящих людей, которые прошли этот путь, чтобы показать вот этому миру свою уникальность, это очень важно. Особенно она важна для нашей молодежи и для тех, у кого сформировались какие-то финансовые возможности. Ибо если мы применяем чисто крымско-татарскую архитектуру, этот дом издалека говорит: «Я дом этой земли». Кричит, я бы сказала. Да. И не надо выходить с плакатом, чтобы сказать, что я крымский татарин, который там родился. За нас все скажет черепица, за нас все скажет ракушняк. Если в картине несется какой-то смысл, это тоже мощная заявка. Если мы готовим блюдо и указываем там, где оно крымско-татарское, что оно крымско-татарское, или напротив, там, где кухня, которую мы приобрели, вобрали в себя, мы указываем, что это уйгурская кухня, это узбекская, тем самым априори давая понять, что остальное крымско-татарское, но почему не вернуться к тому, что нас выражает в нашей деликатной культуре, которая может быть не такая яркая в какие-то моменты, да, бурма, где вот эти тонкие листы теста руками раскатываются, да, и так далее, и так далее. С одной стороны, углубляя себя, мы миру преподносим тот продукт, который миру интересен. Мы ищем в себе новую энергию, да, или ту спрятанную старую, которую мы до сих пор не реализовали, чтобы презентовать себя через современное. Мы, наверное, пытаемся найти и вернуть
на повестку дня свой QR-код. Да? Вот тот код, в котором заложена наша культура, наша история, наша гастрономия и так далее. Я думаю, что когда есть времена, когда вовне, а есть времена, когда вовнутрь. А сегодня современное крымско-татарское искусство, оно уже цели такие, чтобы понять суть орнамента, что несет. Суть, допустим, духовные какие ценности, какие народные, ментальные ценности, вот это сохранить и адаптировать на современное. Вот над этим... Ну, я к тому, что только вот такими проектами, как культурно-исторический комплекс «Дживаль», как Дом-музей Дервиш-Эви и так далее, только у меня создается впечатление, что вот именно эти вот объекты, они и занимаются, с одной стороны, и адаптацией наших смысловых кодов прошлого в современных условиях, с другой стороны, и сохранением их, и такой презентацией для широкого круга. Получается, что в обыденной жизни мы как-то вот не особо оперируем ими. Майя Ханум, продолжая наш разговор, я скажу так, у нас большое советское прошлое, его никуда не деть, и от него сложно так в одночасье отказаться. И мы очень, особенно вот мое поколение постарше, очень легко ориентируется в литературных, художественных, киношных каких-то смыслах, да. И вот хочу провести такую аналогию, наверное, я получу изрядную долю критики за такую аналогию. В крымско-татарских смыслах, художественных, назовем их так, в основном легко ориентируются только те, кто кто этим занят профессионально. Надо ли говорить о них вслух, об этих смыслах? И если надо, то, вы знаете, у меня такое вот впечатление есть, что нужно говорить как об обучении языку второму языку. Вот, знаете, применяя такую методику, выстраивая то, что у нас уже заложено, выстраивая такие параллели. Я вообще так думаю, что те, кто в области... Те люди, которые говорят об этих смыслах, я совершенно согласна с тем, что мы действительно очень легко ориентируемся, и шутки, даже мы, наши цитаты эти все, мы выдаем их своего вот этого киношного... Не крымско-татарского. Не крымско-татарского, да, такого советского вот того прошлого. И мы этим оперируем очень хорошо. Те люди, которые говорят, и те люди, которые делают, те люди, которые обучают языку, это такие Дон Кихоты, которые, значит, идут просто в туман в абсолютный. Но, тем не менее, сами эти Дон Кихоты, они как бы создают контент в любом случае. И я смотрю, появились какие-то шутки. Вот эти действия этих Дон Кихотов, конечно, неблагодарные, но все-таки, наверное, им стоит продолжать и говорить, и делать, и продолжать свою работу, просто потому что, результат не сегодня, но эти семена, они все равно взойдут. И, я думаю, что да, это просто очень в долгую, и очень трудно, и очень пессимистичный в этом плане прогноз, и хочется махнуть рукой. Рустембей, чтобы включить людей вот в это наше пространство, крымско-татарское, смысловое, кодовое и так далее, мы должны оперировать какими-то образами. И что это за образы? В каких образах закодирован наш опыт? Смотрите, у нашего народа в последнее время, довольно длительный период времени, был остро запрос был такой на справедливость. Почему? Потому что реальность, с которой он сталкивался, вот эту проблему, обостряла, что ли, актуализировала постоянно. И взять, например, без сомнения, у кавказских народов есть обречество, так называемый обрек. Это герой. Какой у нас самый... У нас Алимайдамах. Они даже, как говорят, типологически, по архетипу их соответствуют. То есть похоже. Они столкнулись с колоссальной несправедливостью. Их обвинили в том, что они не совершали. И из протеста они вершили, как они понимали, справедливость. И это вызывало восторг и восхищение у людей. И этот образ не забываем. Сейчас, кстати, у нас в народе, к сожалению, этот образ задвинут. У нас больше выдвигают другие образы. Какие? Жертвенные. Взять, например, Алиме Абдунанову взять образ, да? Тут исключительно жертвенный образ. Конечно. Дело в том, что просто даже... О ней сегодня говорят как о герое. Смотрите, так порассуждаем так, Алиме Абдунанова погибла героически, в Крыму. А вот если бы она, не будем так
грубо выражаться, если бы она не погибла, а, предположим, попала в ссылку как предатель и умерла в ссылке, предположим, голодной смертью, образ уже не вписан. То есть нужен героический образ в соответствии Да, героизация, она была... Я хочу сказать, что идет своеобразная замена. То есть как это идет, на основании чего это идет. Кого-то устраивает больше, естественно, образ Алими Абдынановой, чем, например, Али Майдамаха. Но наш народ должен восхищать, и восхищает реально образ Али Майдамаха. Он востребован. Касательно новейшего периода. Ладно, это уже Али Майдамах, это относительно такой же дальний период. Современный, да, ну, опять же, вот говоря о образе, да, вот тут было сказано о роли женщины-матери. Колоссальная роль. В семье колоссальная роль. И вот тут же, например, опять же, касательно нашей литературы, то, что зафиксировано, да, то, чем я занимался. Взять Рустема Али. Он написал несколько рассказов автобиографических. Впоследствии он намеревался написать роман, но мы сейчас не будем об этом говорить, уходить в сторону. Я хочу сказать, насколько образ матери, и вот я лично общался с ним, когда я общался с ним, он и в творчестве реализовывал этот образ матери, и более того, ассоциативно связывал с мать Родина Крым, она Ватан. Да. И даже ментально, да, в нашем народе, даже если взять другие тюркские народы, Атаджурт, кто-то говорит Атаджурт, отцовская земля, да? А у нас Анна-Юрт, Анна-Ватан. Анатель. Это Анатель. Да. И прочее. У нас вот это фундаментальное понятие заложено. Об этом я и говорила. Ну, какая роль матери. Да, когда Рустем Али со мной общался, он свою биографическую такую историю рассказывал, когда он ребенком упал в обморок. Его чуть не похоронили заживо. Образ матери – это не только образ Родины, но еще такого вот спасения. Спасения. И когда Рустем Али продолжил эту тему, и говорит, если вот как моя мать меня спасла, так и наш Крым, наша мать, наша Родина, она тянула, спасала наш народ. То есть это экзистенциально, да, то есть спасение заключается в чем заключается? И образ матери, он постоянно сопутствует спасению. Да. Вот такой, два таких фундаментальных. Мужской образ, вот взять Али Майдамаха, и вот... Али Майдамах, он несет в себе такой заряд свободы, протеста. Борьбы, протеста, да. Ну, видите, разные роли. Али Майдамах – это фольклорный больше персонаж, но такие персонажи, их актуализировать в виде тех же комиксов, это сейчас было бы, может быть, тоже каким-то одним из инструментов. Да, просто привить это элемент своей родной культуры в воспитании детей. То есть есть такой персонаж Тазуглан в сказках, это тоже такая интересная, да, тоже интересный персонаж. То есть эти персонажи вытаскивать и делать из них. У Сиари был Сиари Кокче был Бока, то есть тоже в принципе фольклорно-мифологический персонаж, который с современным ребенком, его в диалоге там очень интересный вот такой способ, когда ребенок с этим Бока встречается, персонаж очень древний, да, из мифологии, встречается с современным ребенком, такой очень интересный опыт. В принципе, это было бы уже таким же созиданием, наверное, как вот то, что вы творите из традиций современные какие-то, да, уже образы или факты. Это тоже является вот таким вот созданием уже. Это уже созидательная сторона. Это и презентация, и созидание, опять же. Раз мы вернулись к современности, когда мы с коллегами проводили наши исследования, мы зафиксировали для себя такой интересный момент. Практически все респонденты говорили о том, что крымские татары сейчас в состоянии такого поиска, да, своего цивилизационного места. Диляра Ханум, наш крымско-татарский культурный код на всемирной карте смыслов, где его место? Я бы сказала, гораздо проще. Как? На бытовом уровне. Вот мой внутренний код своей татарскости – это раннее утро. Один из 2 наших праздников – Курбан-Байрам. Моя бабушка, а у нее 4 сына, и все утром приходят к ней. И я просыпаюсь, меня будят рано, потому что в доме должен быть порядок, пахнет кофе. И все идут к матери. И бабушка, которая старше многих, и позже я,
Все, кто приходит с мечети, им целуют руку. Вот даже поцелуй руки – это наш культурный код старшим, да, допустим. И вот какие-то очень простые вещи, которые можно облечь в очень какие-то такие правильные слова, на самом деле они такие доступные. Рустембей, наши нарративы, которые вы говорили из прошлого, возможно ли их трансформация? И если да, то Но в это какие постоянно образы? трансформируется. Этот процесс, по-моему, не прерывается. Образ Хыдыр Ильяса, Хыдыр Деде, да, это наш образ такой. С чем это связано? Это взаимосвязь, это наш тоже ментальный культурный код. Что он символизирует? Символизирует то, что пока есть люди, которые доносят наши смыслы, несут наши смыслы, мы будем преодолевать все препятствия, и за каждой ночью будет следовать рассвет. То есть нам предписано то, что мы должны пройти с честью. И мы это пройдем. И я бы хотела перейти к нашему завершающему блоку блиц вопросов, закончив фразой, что после каждой ночи наступает рассвет. И мы становимся понятными для окружающих, мы становимся понятными для себя в первую очередь. Ну что ж, наши блицы начну с Диляры Ханум. Диляра Ханум, хозяин или собственник? Ой, наверное, хозяин. Хозяин. Да. Зубирбей, Крым как воспоминание или как фантазия? И то, и другое. Интересно. Рустембей, чего у нас больше, свободы или трагедии? У нас это и то есть. Ну, дело в том, что трагедия сопутствует постоянно, да, и в то же время то, что вот у нас запрос на ее преодоление, да, внутреннее стремление к ее преодолению, какой-то стержень, что ли. Это и есть свобода. И это и есть свобода, внутренняя свобода. Майя Ханум, крымско-татарская литература современная или архаичная? Больше архаичная. Чох сағ олыңыз. Это был проект «Меркез». Ждем следующих тем и следующих выпусков.